Страшней на свете нет, чем боль разлуки, особенно разлуки навсегда, когда осознаешь, что не на сутки расстались и не на года. В такие дни больней всего надежда, тупая и бессмысленная ложь. И не осталось ничего как будто между, но почему-то все равно чего-то ждешь. Вот и я жду непонятно чего. От боли и тоски разрывается сердце. Оно неугомонно бьется от страданий и потери всех самых близких и дорогих мне людей, пишет нам Юмангулова Зульфия Равиловна. Каждый старается в воспоминаниях вернуться в прошлое, туда, где было хорошо, уютно, тепло. Вот и я перелистываю в памяти, как кадры кинопленки, жизнь нашей счастливой огромной семьи. А ведь было все, как у всех. Перед Новым годом все ждали чуда, верили в лучшее завтра. Мой брат Дамир Равилович вместе с сыном, моим любимым племянником Артемом, тронулись в Питер. Они оба мечтали посмотреть новогодний город, на новогоднее представление. Но, к сожалению, судьба распорядилась так, что в один миг оборвалась их жизнь. В аварии мы потеряли двух самых близких, самых дорогих для нас людей. Любознательный, старательный Тёмка любил жизнь, стремился быть лучшим во всем. Для мамы и сестры Алинки утрата стала невосполнимой, как и для нас. Очень часто, придя на могилку над изголовьем, я задаю один и тот же вопрос: что же вас не уберег Господь? Тяжело перенесли боль утраты родителей. Каждый раз папа уходил со своей болью на любимую рыбалку и, не показывая своей беспомощности, возвращался красными от слез глазами. Через год, не справившись со своими переживаниями, 27 февраля 2021 года покинул наш мир и папа Равиль Алиоллович. Мама, не переставая, плакала, рыдала от потери сына, внука и мужа. И злополучный февраль на следующий год преподнес для меня еще один сильный удар. Не стало и моей любимой мамочки. Я часто сижу и вспоминаю запах твоих любимых ичпушмаков, мам. Как так получилось, что Господь за такой короткий срок забрал у меня вас всех? Мне нестерпимо больно и обидно. Тяжело одной шагать в этом мире, но я чувствую, как каждый из вас сверху старается помочь мне. Часто прошу у Всевышнего, чтобы вы пришли ко мне хотя бы во сне. Мне не хватает ваших голосов, взглядов, советов, просто тепла. Я буду помнить каждого и любить так, как любила и раньше. По возможности буду приходить к вам на могилке. Вот так неожиданно оборачивается судьба, и никто не знает, что нас ждет завтра. Поэтому берегите всех своих близких и родных. Цените каждый миг, подаренный вам судьбой. Уходят близкие, уходят навсегда, закрыв навеки за собою двери, и преподносят неожиданно года, тяжелые утраты и потери. А мы лишь просто продолжаем жить и также смотрим по ночам на звезды. Вернуть бы прошлое назад, продлить, но жизнь твердит, что слишком поздно. Да, слишком поздно. Время не вернешь, и недосказанное больше не доскажешь. К родной душе, как раньше, не прильнешь, и о своих обидах больше не расскажешь. И чтоб потом в душе не сожалеть, что доброту кому-то не додали, другим желайте и дарите впредь то, что от них себе вы пожелали. Уходят близкие, нежданно, навсегда. Мы остаемся и за них страдаем, но не исчезнет след их никогда, пока мы помним и не забываем. Приносим искренние соболезнования родным и близким семьи Измайловых. Пусть земля им будет пухом. Где же правда? Где же боги? Кто писал судьбы и дороги? Кто решает, что уже пора?
Вы ушли, не попрощались, только в памяти остались. Вы с улыбкой остались навсегда. Возвращайтесь, возвращайтесь, с Богом вы там попрощайтесь. Вы скажите, что без вас никак. Возвращайтесь ради Бога, вас у Бога там так много. Возвращайтесь, умоляю вас. По глазам родным скучаю, как же мне вас не хватает. Ну зачем так рано вы ушли? Я прошу, я умоляю, и молитвы вслух читаю. Возвращайтесь, родные мои. Возвращайтесь, возвращайтесь, с Богом вы там попрощайтесь. Вы скажите, что без вас никак. Возвращайтесь ради Бога, вас у Бога там так много. Возвращайтесь, умоляю вас. Сердце боль невыносима, кто хоть раз терял любимых. Почему же мир несправедлив? Как же должен я молиться, чтоб сумели вы спуститься, хоть на миг увидеть всех родных.